Есть художники, масштаб значимости которых выходит далеко за пределы одного народа и одной страны, поскольку их творчество становится достойным вкладом в мировую сокровищницу изобразительного искусства. Одним из них по праву можно назвать великого сына осетинского народа, гениального живописца, графика и скульптора Азамбека Васильевича Джанаева. Человека, сумевшего вдохнуть жизнь, увековечить и одухотворить монументальные образы эпических нартов, легендарных скифов и алан. Удивительный дар, ниспосланный ему свыше, позволил Джанаеву при его виртуозном владении кистью переносить на бумагу и холст сцены из жизни в далеком прошлом, будто увиденные им каким-то магическим внутренним оком, реально возникающие в его сознании в ярких красочных образах. Его картины будто священное послание предков. Их мир оживает перед нашим взором, давая нам возможность, переносясь во времени и пространстве, окунуться в ауру того времени, воочию увидеть прекрасный, полный величия и гордости облик его обитателей, почувствовать дух и внутреннюю силу народов, живших на земле до нас. Потрясающее эмоциональное воздействие этих полотен ставит их в один ряд с шедеврами золотого фонда мирового искусства, и они, безусловно, могли бы стать украшением самых лучших картинных галерей планеты. Что же касается осетинского народа, то для него Азанбек Джанаев был мессией, пришедшим пробудить дух народа своими гениальными творениями, призванными показать в ярких, реалистических образах таящуюся в недрах народа сокровенную силу, мощь духа, глубину и сакральность древних традиций. Его картины – это не столько плод творческого воображения, сколько подтвержденные этнографическими знаниями, археологическими данными, научными исследованиями и воссозданные им по памяти озарения, высвеченных, выхваченных из прошлого великих исторических событий, образов и обрядов. Историческая достоверность его работ, помноженная на колоссальную работоспособность и недюжинный талант, явили нам во всем своем величии бесценное творческое наследие Азамбека Джанаева, которое, будучи народным достоянием, должно заботливо и тщательно охраняться, чтобы быть переданным последующим поколениям. С Азамбеком Джанаевым я познакомился, когда мне было лет 16. 50-е годы. Тогда я не знал и не думал, что это будет мой духовный учитель. Тогда я не мог представить себе, что это за человек, каких он масштабов, на что способен. Тогда я не знал, что он не просто осетин по паспорту, а миссионер, человек, неспосланный в Аштерджи на землю Осетии, на землю России и вообще на этот земной шар. Величайшим художником и своей эпохи, и, я думаю, не только своей. Это был большой человек. Он не вмещался в себе. И при этом был скромен, как настоящий горец. Художник, он никогда не говорил о живописи, о художниках, никогда не рассуждал на эти темы, не впадал в какие-то длинные, никому не нужные дискуссии. Он работал. Это, конечно, громадный человечище. Человек, которому по плечу были почти все в искусстве. Он одинаково спокойно владел графикой. Кстати, это была его основная профессия. Диплом он получал как график в Ленинградской академии. А с таким же успехом он занимался живописью. С таким же успехом он, занимался скульптурой. И еще, ему было мало средств выражения, он еще и кинематографом занялся.
я всегда поражался его памяти. Он был очень эрудированный человек, причем, значит, у него такой был беспорядок, вот примерно как у меня в мастерской, значит, еще похлеще. У него в углу лежала куча книг, причем фолианты. Он собирал книги там, будучи в Москве, в Ленинграде, собирал, покупал книги всевозможных старых авторов. И у него, значит, там и древние греки, и кто угодно. И вот он, значит, там начинали что-то дискутировать, и что-нибудь он начинал говорить фразу какую-то, потом говорит, это вот у этого автора записано там, значит, приводил какого-то грека, которого я даже не слышал. И лазил в этой куче, доставал книгу откуда-то там, значит, и листал ее, начинал. Вот настолько зрительная память у него еще была колоссальная. И вот он тут же вычитывал эту фразу. Вообще это был в этом плане интереснейший человек. Вот, значит, я всегда поражался, как легко он, значит, и рисовал, и создавал образы. Причем я обратил внимание, он почти все свои картины писал по памяти. Я не помню, чтобы он кто-то ему позировал специально. Он все время, значит, писал все свои картины по памяти. Вот на мою бытность я не видел, чтобы он делал этюды или писал с кого-то, значит, эскизы или что-то такое делал. Он писал сразу по памяти. И лошадей. А что касается лошадей, я читал стенограмму его защиты в Ленинградской академии. У меня даже где-то она записана есть. И там, значит, академик Верейский, знаменитый график, один из его преподавателей, он сказал, что Джанаев – это явление в современном советском изобразительном искусстве. Значит, как лучше его, пожалуй, говорит, нет художника, который бы у нас мог изобразить лошадь во всех ее, так сказать, значит, аспектах. Прихожу к нему в мастерскую и смотрю, он наброски у него. И я удивился, где эти он наброски взял, откуда такие чудные, свободные, что у него все в движении, душа поет. И человек удивляется, вот как он может это делать. Вот лошадь, и лошадь летит. Как это летит у него? Когда многие делают фотографии, переводят с фотографий, а он, сидя, и просто набросок сделал, и уже произведение. Это большое значение имел. Как-то я зашел к нему в мастерскую, смотрю, он пишет Плиева на коне. Это настолько интересно все. Я говорю, у вас фотографии есть? А он улыбнулся, махнул рукой и говорит, Плиев есть, а другой мне не надо. И вот в Бурке все так красиво это он делал, и все по памяти. Азамбек, он бесподобный. Его творчество после Туганова, нет у нас больше такого человека. Он единственный, который мог, я вам говорю, что это он пел душой. Что касается глубины работы, он очень много работал, значит, с архивными материалами. Я сам ему, значит, снимал в музеях в наших, так сказать, многие работы, значит, старых мастеров, там, значит, работы историков. В основном его история очень сильно волновала. Он, значит, влезал во все, так сказать, аспекты исторические. Он изучал
материалы этих всех археологических исследований. И вообще материальную культуру он очень серьезно изучал. И, значит, в этом плане он и нардский эпос, он ее глубоко изучал. Значит, и где только было возможно, он везде вникал в нашу историю, в нашу культуру. И потому, значит, у него такие богатые образы. Он использовал все, и фольклор, и, так сказать, рассказы стариков, и все, что издавалось у нас. Я в этом плане просвещенный. И, кстати, он был иллюстратором очень многих книг и произведений у нас. И вот сейчас много, значит, материалов в наших музеях сделаны им. Значит, и Коста, и многие-многие, так сказать, исторические события. Значит, все это он иллюстрировал, и они, значит, впечатляют, потому что они достаточно достоверные исторически. Вот, скажем, Остинское посольство в Петербурге, его известная такая картина. Там каждый персонаж, выверенное лицо, выверенный костюм. Все, значит, сделано настолько, значит, убедительно, что там по-другому себе даже и не представишь. И показал и величие этих людей, и их, так сказать, значимость. Вообще, так сказать, он так умел, хотя меня это просто всегда поражало. А рисовальщик он был бесподобный. Я, например, наблюдал такие картинки. Вот заходишь к нему в мастерскую, он так сидит, куда-то там погруженный в свои какие-то мысли, так сидит, курит, так смотрит какую-то одну точку, потом вдруг хватает лист бумаги, какой подвернется, картон, бумагу, даже на газетах порой. И начинал раз, быстро создавать композиции, какие-то лица, какие-то, так сказать, детали. И смотришь, и через несколько минут уже появлялось прообраз будущего произведения. Понимаешь? Потом он уже, так сказать, образ вот так созревал, потом он уже садился уже за полотно и начинал писать. Каждая работа Азамбека Джанаева поражает до деталей продуманной композицией, гармонией цветовых соотношений, исключительной тонкостью светотеневых переходов. Благородство облика его героев, их духовная чистота, замечательная пластичность моделировки форм, выразительность движений делает картины выдающимися произведениями искусства. Сложнейшие ракурсы, динамика композиции, четкий академический рисунок, чувственная мощь образов, их внутренняя сила и звучная, насыщенная цветовая гамма способствуют сильному эмоциональному воздействию его работ, имеющих неоценимое познавательное значение. Азамбек Джанаев – глубоко национальный художник. Это корифей культуры остинского народа. Он сумел великолепно передать лучшие черты своих мужественных, благородных предков. Вот картина «Аланы в походе». Необыкновенно гордо сидят всадники, сдерживая своих разгоряченных, горцующих коней. Еще мгновение, и, потрясая своими копьями, размахивая мечами, аланы устремятся навстречу невидимому врагу. Ему доставляло удовольствие, писал известный искусствовед Анатолий Дзантьев, работа над сложными композиционными построениями, где в общей массе сражающихся переплетаются и люди, и кони. Художник удивительно свободно справлялся с изображением толп людей, взмахами своей кисти сталкивая их друг с другом, добиваясь движения и экспрессии, в сложнейших ракурсах демонстрируя свое мастерство рисовальщика. Он настолько вот чувствовал наше прошлое, он его понимал хорошо. И вот мы себе представляли, вот наше восприятие, которое нам все время вдалбливала наша идеология там и так далее, что вот мы, значит, нищие, забитые, горцы, мы такие вот никакие. А вот вы смотрите его картину, значит, встреча с византийскими наших предков, с византийскими, скажем, послами, где он показал царственных людей, которые, так сказать,
мощные, они и одеваться умели, они были добротные, здоровые, крепкие. И не случайно они полмира прошли, наши предки. Они не могли быть забитыми какими-то такими дохлыми никакими. А нам это все время, так сказать, преподносили, что вот, бедные, несчастные, поэтому надо вступать в колхоз, значит, и так далее, и так далее. Это совсем другое видение. И он видел наш народ мужественным, мощным. И это всегда в его картинах было, как говорится, даже если он писал бедняка, но он его всегда писал с высоко поднятой головой. Я помню, как он мне, значит, показал книжку Маркова «Путешествие по Кавказу», по-моему, где-то начало, значит, 20 века книжка была. И там, значит, вот он, значит, образ осетина выписал. Он говорит, это, говорит, удивительные эти горцы. Вот он ходит, говорит, в рубище, у него там черкеска залатанная, но у него великолепный кинжал, и он ходит с высоко поднятой головой. И он, говорит, как пружина сжатая. Никогда не знаешь, когда она распрямится и что она может сделать. Никаким обидчиком, какой бы он богатый ни был, ни один горец не мог простить там какое-то попирание его чести или достоинства. И вот это вот чувство у него во всех картинах есть. Каждый у него джигит это личность, это человек, который знает себе цену, дух высокий и так дальше. Вот и он это и писал. Вот эту национальную черту он всегда проповедовал. А вот сейчас, к сожалению, мы уже позабывали такие, так сказать, качества. Его переоценить просто невозможно. Его надо изучать. Азамбек Васильевич Джанаев родился во Владикавказе в 1919 году. И можно утверждать, что он уже родился художником, так как рисовать начал еще в детстве, не имея красок, карандашом, на всевозможных клочках бумаги, неустанно изображая окружающие его пейзажи, людей и предметы. Страсть к творчеству сопровождала его всю сознательную жизнь, несмотря на то, что он после школы поступил в педагогический техникум, но в 1937 году, покинув техникум, уехал в Ленинград, поступил сначала в 6 класс художественной школы при Всероссийской академии художеств, а затем в Институт живописи, скульптуры и архитектуры. Но вскоре наступил 1941 год. Он ушел на войну. И после 2,5 лет службы, ранения и контузии вернулся в конце 1943 года. Много писал, делал портреты прославленных героев. А после войны вновь продолжил учебу, теперь на графическом отделении Ленинградской академии художеств. Его дипломной работой был альбом иллюстраций к нартскому эпосу. Как говорил сам Джанаев, взяться за эту тему его заставила красота, правдивость, мудрость и величайший патриотизм нартских сказаний. Когда он закончил Ленинградскую академию художеств, его дипломной работой был нартовский эпос. Комиссия, состоявшая сплошь из академиков, руководил комиссией академик Ягансен, увидев его работу, была буквально парализована мощь его таланта. Приехав сюда, он продолжил эту тему. Вот лично, на мой взгляд, Туганов был основоположником нартовского эпоса в том смысле, в каком можно себе представить скелет какой-то конструкции. Азамбек Джанаев, на мой взгляд, обрастил его тканью. Туганов – первотолчок, возможно, родник. А Джанаев – мощное продолжение этой темы, причем продолжением
органичные. И замыслом Туганова, и замыслу самой осетинской земли. И всему тому, что заключалось в эпосе НАТО. Джанаев мог пойти по пути, скажем, такого художника, как Хохов. Монументалист, он потрясал масштабами, я имею в виду Хохова, своих работ. Джанаев нет. Джанаев типажами, характеристикой народных образов, их глубиной, их высотой, их архетипом, их снайперской точностью и принадлежностью к родной земле, ее быту и духу. Если он пишет Урузмага, то это действительно Урузмаг, не Хамыц. Если он пишет Хамыца, то это Хамыц. Батраз его неповторим. Я думаю, что ни один художник мира, ни сегодня, ни завтра, ни тем более вчера, не напишет его так, как это сделал Джанаев. По окончании Академии художеств Азамбек Джанаев занимался также иллюстрированием узбекского народного эпоса «Алпамыш» и карело-финского эпоса «Калевала» с присущим ему стремлением к монументальному эпическому размаху. Вскоре он был приглашен в качестве главного художника на съемки фильма «Фатима». Участие в работе над этим фильмом привело его к мысли о создании собственного художественного фильма. «Я давно мечтал, — говорил Азанбек, — оживить своих героев, наделить их характерами, переданными в движении». Литературная газета в то время писала: «Осетинская легенда – поэтический фильм, пронизанный горячей любовью к своему народу. Автор фильма Азамбек Джанаев и сценарист, и режиссер, и оператор, и художник, и гример, и даже портной своего фильма». Кто меня спас? Бауацела. Бауацела. Бауацела спас нашего чебана! Люди, устраивайте пиры, режьте баранов! Бауацела спас нашего чебана! Устраивайте пиры в честь святого Ильи! Режьте баранов! Люди, свершилось чудо! Бауацела спас нашего чебана! Устраивайте пиры, режьте баранов! А что случилось? Люди! Бауацела спас нашего чебана! Устраивайте пиры! Недалеко от рощи был обвал. Нашего чебана засыпало камнями. Если бы не Бауацела, ему был бы конец. Я до сих пор сожалею, что куда-то делся блокнот, который он сшил сам своими руками. И в котором он вел раскадровку каждого кадра, каждого эпизода своего фильма «Осетинская легенда». Каждый карандашный набросок, на мой взгляд, был шедевром. Потому что там были живые люди, была динамика, ощущался какой-то ветер, порыв. Фильм «Осетинская легенда», когда он вышел на экраны, а он вышел на экраны в начале «Региона», потом «Союза», а потом, насколько мне известно, был продан в несколько десятков стран Ближнего Востока и Средней Азии. Но я помню, что творилось в кинотеатрах здесь.
Их было у нас немного. Ну вот, например, на моих глазах кинотеатр «Дружбу» чуть не разнесли вообще на куски. Причем 90% зрителей там были ингуши. Потому что это был не просто осетинский фильм, хотя он называется «Осетинская легенда». Это был гимн кавказским племенам, кавказским народам. Причем, хотя фильм имел вообще определенный контекст временной, создавалось ощущение, что в этом фильме жизнь всех народов, населяющих Кавказ, за последние несколько сот веков. Вот добиться такого эффекта мог только Джанаев. Поэтому ему помогали многие. По мелочи в основном, конечно. Фильм снимался 5 лет. К своему фильму «Осетинская легенда» все причиндалы, скажем так, сопутствующие, ну, например, седло, сбруя лошади, усы, это там и прочее, там, я не знаю, обшивка для кинжала кожаная. Вот там, я не знаю, ну все, что надо было вообще сшить, сработать, там и прочее, это можно сделать руками, он делал сам. И одна комната его мастерской была буквально завалена пистолетами, шашками, кинжалами, вот всем этим, значит, да, инвентарем, которым он пользовался при съемке фильма. Вот. То, чего ему не доставало и у него не было, это он просил или в театре, или там на киностудии, или, в общем, где угодно. То есть, ну, фильм действительно снимался вот таким партизанским образом. А когда смотришь фильм, такое ощущение, что, в общем, я не знаю, от первого кадра до последнего он снят стабильно на киностудии. Вообще, это десятки операторов снимали этот фильм. Буквально на подхвате, кто свободен. Вот часто, значит, пленку он покупал у врачей. Пленку, которая предназначалась для съемок легких больных. И она была малых объемов, там, я не знаю, по 10-15 метров, но он и радовался и этому, чтобы снять какой-то хотя бы микроэпизод. Да, это тоже Джанаев. Вот такое подвижничество, такая энергия, такая способность вообще, я не знаю, вообще слепить вот из множества, невзирая ни на что. Хороша. Но ее отец требует слишком большой колым. Но я прошу тебя еще раз. Нет. На этот раз надо послать самого Науруза. Он хитрый, быстро договорится. С Зауром трудно иметь дело. Он может вызывать духов и разговаривать с самим Богом. Но почему же он не просит Бога исцелить своего глухонемого сына или слепую жену? Тише, Дзура. Иду. Где Бибо? Бибо? Сейчас. Бибо! Иди. Тебя зовут. Бибо, собирай своих сыновей. Пусть едут к дому Заура. Хорошо, сейчас. Как он выписывал, значит, характеры людей. У него, при том, что в картинах бывало десятки персонажей и сотни, и каждый персонаж имел индивидуальную какую-то окраску. Совершенно другой характер, совершенно другой взгляд. Это удивительная штука. И не случайно, что вот в фильме «Осетинская легенда», например, вот он подбирал актеров, он так тонко чувствовал типаж, и он так четко находил, так сказать, этих людей, я просто все время поражался. Он всегда создавал образы буквально в картинках. Он даже делал раскадровку фильма «Чапаев», значит, по-своему.
У него было очень много вот таких всяких вариантов. Вот для фильма «Фатима» я видел его раскадровки. Настолько, так сказать, четкие и подробные. Они где-то существуют. Вот у кого-то они ходят на руках. Но я так полагаю, что когда-то мы все-таки увидим его более полно. Я сам стараюсь как-то участвовать в каких-то таких, значит, проектах, чтобы издать его произведение и как-то показать миру, что мы имели такого громадного художника. Если бы он был, скажем, у тех же грузин такой художник, они бы его подняли до небес. Вот. Но мы, к сожалению, значит, не умеем себя показать, так как мы до сих пор Туганова не представили миру в полной красоте его. Также и Джанаев у нас еще пока, как говорится, только в архивах, только в запасниках, только где-то. Он никогда никого не осуждал, никого не ругал. Но чтобы пробивал себе дорогу, этого в него не было. Однажды кому-то давали здесь звание народного. И Царикаев Мейербек поставил вопрос. Давайте и Азамбегу Джанаеву дадим. И вот он пробил Царикаев, это очень хорошо. Джанаеву дали звание народного художника РСФСР уже на закате его жизни. Но его совершенно не волновал сей факт. Он вообще относился философски, а иногда почти с презрением к всевозможным побрякушкам. Творчество Азамбека Васильевича Джанаева бесспорно занимает особое место в изобразительном искусстве Осетии. Но созданные им произведения – это достояние не только его малой родины, но и сокровищницы народов всего мира. И мы должны быть сегодня благодарны Герману Гудиеву, осознавшему значимость Джанаева еще при его жизни и сохранившему для нас облик и голос живого Азамбека в своем фильме «Портрет без багета». Нарт весь человечность, и большие идеалы, и мечта, и тоска. Нарт – это широчайший охват. Такие события и потрясения чувствуешь в себе, в своем крови. Понимаешь, это стук, это пепла моих предков. И я в каждом народе в его выпасе вижу нарт. К сожалению, в Осетии не нашлось никого, кто побеспокоился бы о бесценном наследии художника Азамбека Джанаева. Часть творений великого мастера сегодня разбросана по фондам и запасникам музеев и хранится там не в лучших условиях. Несколько картин имеется в Институте гуманитарных и социальных исследований, какие-то работы в частных коллекциях. К сожалению, и нашей творческой группе при подготовке материала с трудом удалось собрать лишь небольшую часть его работ. Ввиду отсутствия постоянно действующей национальной картинной галереи, которую они могли бы украшать, их сегодня в полном объеме увидеть негде. В то время как Азамбек Джанаев ушел, сполна выполнив свою задачу, свое великое предназначение – оставить потомкам пропущенное сквозь сердце и душу творчество.
Вопрос лишь в том, как распорядятся этим наследием современники. Смогут ли они по достоинству оценить, собрать и сохранить это бесценное достояние для будущих поколений, которые должны по праву гордиться гениальным художником, сумевшим подарить нам память о великом и загадочном прошлом своего народа.